и руководство статьями 320, 343, 348, 350, 351 УПК РФ приговорил признать Болонову Марину Альбертовну виновной в совершении преступлений, предусмотренных пунктами А, Г, части 4 статьи 228 прим. 1, части 3 статьи 30, части 5 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, далее УК РФ, и назначить ей наказание. По пункту А, Г, части 4 статьи 228 прим. 1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 10 лет со штрафом в размере 200 тысяч рублей доход государства. По части 3 статьи 30, части 5 статьи 228 прим. 1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 9 лет со штрафом в размере 250 тысяч рублей в доход государства. На основании части 3 статьи 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Болоновой наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет со штрафом в размере 300 тысяч рублей в доход государства с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Меру пресечения Болоновой в виде заключения под стражу оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. Срок отбывания наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу. Зачесть в срок отбывания наказания период задержания и содержания Болоновой под стражей по настоящему уголовному делу с 19 ноября 2018 года до дня вступления приговора в законную силу из расчета 1 день содержания под стражей за 1 день лишения свободы. Признать Буфиус Станислава Сергеевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктами А, Г, части 4 статьи 228 прим. 1, части 3 статьи 30, части 5 статьи 228 прим. 1 УК РФ и назначить ему наказание. По пункту А, Г, части 4 статьи 228 прим. 1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 11 лет со штрафом в размере 250 тысяч рублей в доход государства. По части 3 статьи 30, части 5 статьи 228 прим. 1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 9 лет 6 месяцев со штрафом в размере 300 тысяч рублей в доход государства. На основании части 3 статьи 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Буфиус наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет 6 месяцев со штрафом в размере 350 тысяч рублей в доход государства с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Меру пресечения Буфиуса в виде заключения под стражу оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. Срок отбывания наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу. Зачесть в срок отбывания наказания период задержания и содержания Буфиуса под стражей по настоящему уголовному делу с 19 ноября 2018 года до дня вступления приговора в законную силу из расчета 1 день содержания под стражей за 1 день лишения свободы. На основании пункта 2 статьи 254 УПК РФ уголовное дело и уголовное преследование по обвинению Буфиус в совершении преступления, предусмотренного пунктом А части 4 статьи 174 прим. 1 УК РФ прекратить на основании пункта 3 части 2 статьи 302 УПК РФ в связи с отсутствием его действия состава преступления. На основании части 1 статьи 134 УПК РФ признать за Буфиус по пункту А части 4 статьи 174 прим. 1 УК РФ право на реабилитацию. Признать Чайковского Дениса Викторовича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 228 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 10 месяцев со штрафом в размере 100 тысяч рублей в доход государства с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Меру пресечения Чайковскому в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу, арестовав его в зале суда. Срок наказания исчисляется с дня вступления приговора в законную силу. Зачесть срок отбывания наказания период задержания и содержания Чайковского под стражей по настоящему уголовному делу с 24 ноября 2018 года до 11 сентября 2019 года, а также 24 2020 года до дня вступления приговора в законную силу из расчета
Признать Лямина Дмитрия Николаевича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228 прим. 1 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет со штрафом в размере 250 тысяч рублей в доход государства. На основании статьи 70 УК РФ путем частичного присоединения к вновь назначенному наказанию не отбытой части основного наказания по приговору исполняющего обязанности мирового судьи судебного участка номер 5 Октябрьского района города 6 ноября 2018 года окончательно определить Лямину наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет 20 дней со штрафом в размере 250 тысяч рублей в доход государства и лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Меру пресечения Лямину в виде заключения под стражу оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. Срок отбывания наказания исчисляется со дня вступления приговора в законную силу. За честь срок отбывания наказания период задержания и содержания Лямина под стражей по настоящему уголовному делу с 29 ноября 2018 года до дня вступления приговора в законную силу из расчета 1 день содержания под стражей за 1 день лишения свободы. На основании пункта 2 статьи 254 УПК РФ уголовное дело и уголовное преследование по обвинению Лямина в совершении преступления предусмотрено пунктом А части 4 статьи 174 прим. 1 УК РФ прекратить на основании пункта 3 части 2 статьи 302 УПК РФ в связи с отсутствием его действия состава преступления. На основании части 1 статьи 134 УПК РФ признать за Лямина по пункту А части 4 статьи 174 прим. 1 УК РФ право на реабилитацию. Признать Филатова Андрея Мухамишаевича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228 прим. 1 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет со штрафом в размере 350 тысяч рублей в доход государства. В соответствии с требованиями части 5 статьи 74 УК РФ условное осуждение, назначенное Филатову по приговору Ярославского районного суда Ярославской области от 9 января 2018 года отменить. На основании статьи 70 УК РФ путем частичного присоединения к вновь назначенному наказанию неотбытой части наказания по приговору Ярославского районного суда Ярославской области от 9 января 2018 года окончательно назначить Филатову наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет со штрафом в размере 350 тысяч рублей в доход государства с отбыванием наказания в виде лишения свободы и исправительной колонии строгого режима. Меру пресечения Филатову в виде заключения под стражу оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. Срок отбывания наказания исчисляется со дня вступления приговора в законную силу. Зачесть в срок отбывания наказания период задержания и содержания Филатова под стражей по настоящему уголовному делу с 23 ноября 2018 года до дня вступления приговора в законную силу, а также период его содержания под стражей по приговору Ярославского районного суда Ярославской области от 9 января 2018 года с 11 октября 2017 года по 9 января 2018 года из расчета 1 день содержания под стражей за 1 день лишения свободы. На основании пункта 2 статьи 254 УПК РФ уголовное дело и уголовное преследование по обвинению Филатова в совершении преступления предусмотрено пунктом А части 4 статьи 174 прим. 1 УК РФ прекратить на основании пункта 3 части 2 статьи 302 УПК РФ в связи с отсутствием его действия от состава преступления. На основании части 1 статьи 134 УПК РФ признать за Филатовым по пункту А части 4 статьи 174 прим. 1 УК РФ право на реабилитацию. Признать Потапова Алексея Васильевича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 пунктом А, Г, части 4 статьи 228 прим. 1 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет со штрафом в размере 150 тысяч рублей в доход государства с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Меру пресечения Потапову в виде заключения под стражу оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. Срок отбывания наказания исчисляется со дня вступления приговора в законную силу. За честь срок отбывания наказания
Период задержания и содержания Потапова под стражей по настоящему уголовному делу с 30 ноября 2018 года до дня вступления приговора в законную силу из расчета 1 день содержания под стражей за 1 день лишения свободы. Признать Галинского Евгения Васильевича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 пунктом АГ, частью 4 статьи 228 прим. 1 КК РФ и назначить ему наказание лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев со штрафом в размере 250 тысяч рублей в доход государства с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Меру пресечения Галинскому в виде заключения под стражу ставить без изменения до вступления приговора в законную силу. Срок отбывания наказания исчисляется со дня вступления приговора в законную силу. Зачесть срок отбывания наказания. Период задержания и содержания Галинского под стражей по настоящему уголовному делу 24 ноября 2018 года до дня вступления приговора в законную силу. Из расчета 1 день содержания под стражей за 1 день лишения свободы. Признать Манчука Евгения Андреевича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 пункту Б, части 3 статьи 229 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет со штрафом в размере 150 тысяч рублей в доход государства. На основании части 5 статьи 69 УК РФ путем частичного сложения вновь назначенного наказания с наказанием, назначенным Манчуку по приговору Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 29 марта 2019 года с учетом апелляционного определения Верховного суда Республики Коми от 8 августа 2019 года окончательно назначить Манчуку наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет со штрафом в размере 150 тысяч рублей в доход государства с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Избрать в отношении Манчука до вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде заключения под стражей. Срок отбывания наказания считается со дня вступления приговора в законную силу. Зачесть срок отбывания наказания период задержания и содержания Манчука под стражей по настоящему уголовному делу в период 25 ноября 2018 года, 18 ноября 2019 года, а также 24 августа 2020 года до дня вступления приговора в законную силу из расчета 1 день содержания под стражей за 1 день лишения свободы. Зачесть срок отбывания наказания период задержания и содержания Манчука под домашним арестом с 7 июля 2017 года по 26 ноября 2017 года и под стражей с 5 сентября 2017 по 7 сентября 2017 года, а также с 29 марта 2019 года по 7 августа 2019 года по приговору Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 26 марта 2019 года с учетом апелляционного определения Верховного суда Республики Коми от 8 августа 2019 года из расчета 1 день отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за 1 день содержания под стражей либо домашним арестом, а также отбытое Манчуком наказание по вышеуказанному приговору с 8 августа 2019 года по 23 августа 2020 года. Признать Колесова Валерия Игоревича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 228 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года со штрафом в размере 100 тысяч рублей в доход государства с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Меру пресечения Колесова в виде заключения под стражу оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. Отказал в удовлетворении заявленного ходатайства об изменении меры пресечения, связанной с заключением под стражу. Срок отбывания наказания считается дня вступления приговора в законную силу. Зачесть срок отбывания наказания период задержания и содержания Колесова под стражей по настоящему уголовному делу 20 ноября 2018 года до дня вступления приговора в законную силу из расчета 1 день содержания под стражей за 1 день лишения свободы. Находящиеся под арестом